В Якутии установилась жаркая температура, столбик термометра подскочил до плюс 30 градусов. Что может помочь в борьбе с изнуряющей жарой? Как же перенести ее с наибольшим комфортом? Первое, что советуют врачи – поддерживать водный баланс, то есть пить больше воды. В жару, получается, обезвоживание организма наступает быстрее, чем в обычные дни, и поэтому больше надо потреблять жидкости. В норме, допустим, если человек не в жару, имеется в виду, да, до 2 литров, то этот объем мы увеличиваем в жаркие дни до 3 литров. Если по-простому делать подсчет, то получается на килограмм веса для взрослого человека 30-40 мл, а ребенку 40-50 мл на килограмм веса. Составляем летнее меню, которое поможет пережить жаркий день. Потребляя фрукты и овощи, вы фактически пьете, ведь примерно на 90% они состоят из воды. В отличие от обычной, вода, содержащаяся в овощах и фруктах, содержит часть необходимых организму солей. Сельдерей, огурцы, редис и арбузы – именно они возглавляют список продуктов, содержащих наибольшее количество воды. Красное мясо желательно заменить на белое мясо, то есть курица, индейка, телятина, потому что красное мясо оно переваривается дольше. В жару лучше отказаться, конечно, от салатов, содержащих майонез, вчерашней еды приготовленной, и желательно от магазинских готовых продуктов тоже желательно отказаться. Немаловажную роль в борьбе с жарой играет одежда. Искусственные ткани препятствуют нормальному дыханию кожи и закупоривают поры. Поэтому предпочтительнее одеваться в натуральные ткани. Хлопок, лен и шифон не доставят дискомфорта в летний зной. Они хорошо впитывают влагу и довольно быстро сохнут. Выбираем одежду светлых оттенков и не забываем про головной убор. В жаркие дни желательно носить обувь с высокой вентиляционной способностью. Основные правила при выборе – текстильная либо кожаная, легкая с мягкой подошвой, не давящая при первой примерке. Отдавайте предпочтение местам и транспорту, в которых обеспечивается кондиционирование воздуха. Но не стойте под струей холодного воздуха слишком долго. Резкие перепады температур чреваты простудными заболеваниями. Современный кондиционер безопасный, я вам скажу, но обязательно надо использовать правильное использование, получается. Перед тем, как первый раз его использовать, после долгой зимы, обязательно их надо очистить, промыть. Каждые 3 недели один раз обязательно фильтр тоже надо будет промывать чистой водой. Если вовремя не проводить очистительные процедуры, то там же в фильтрах застревают вот эти бактерии, вирусы, поэтому очень опасно, конечно. Теперь о купании. Специалисты предупреждают, резкий перепад температур может спровоцировать проблемы со здоровьем. Находясь в водоеме, заходите в воду осторожно и медленно, обследуя дно, постепенно давая организму привыкнуть к температуре воды. Лучшее время суток для купания – утренние часы с 8 до 10 часов и вечерние с 17 до 19 часов. Все эти советы помогут вам отлично чувствовать себя в летний зной.